Че вам на НРТ? Сейчас такое покажу. Честно говоря, подустал я в городе. И тут мне предложили развлечься. Переночевать в ЧУМе. Недолго думая, собрались и поехали. Ну а прежде чем начать, подпишитесь на канал. Кто в первый раз на моем канале, смотрите. Меня зовут Генрих Немчинов, снимаю Республики Коми в Республике Коми. Чтобы поближе познакомиться с моим творчеством, переходите в плейлист рекомендации автора. Моя цель до конца этого года на этом канале набрать 10 тысяч подписчиков. Вот это наша печка. Все, машину загрузили. У нас на севере мощность машины меряется в олениных силах. Сколько оленей в твоей машине? Около 15. А нет, 20. Благословать не Жулиан выйдем. Мы приехали в Карткировский район, село Большой Луг. Киргашенька интересная строитель. Южный вариант. Менует Новгородский тип. Старикэс, Ижемский район. Это угол я судеку строитель. Ну а мы вообще поехали строить ЧУМ. Каркас ЧУМа строится из жердей. В Большой Луге нам их специально подготовили. Ух ты, крым жердяс. Я сосу туда. На самом деле вот наши жерди. Немного толще, чем нужно, но сойдет. Не влезает. Не, высохло. Или я потолстел. Ты сейчас что одел? А? Что одел? Молиться. Малица — это верхняя одежда у народов Крайнего Севера. Она сшита из 2 оленьих шкур. В ней тепло даже самой суровой зимой. Перед вами я нахожусь в футболке с надписью «Лешак Меднуас» и с подписью «Чиз». «Чиз» — это музыкальная группа с поселка Шаляюр в Ижемском районе в Республике Коми. Они пишут Коми Dead Metal. Эта музыка не для всех. Послушал. Я не фанат такой музыки, но мне понравился их мерч. В частности, эта футболка. «Лешак Меднуас» можно перевести на русский как «к черту». Так говорят, чтобы не случилось ничего плохого перед каким-то делом. Например, когда рыбаки собираются на рыбалку, им говорят ни хвоста, ни чешуи. Они в ответ должны сказать «к черту». Возможно, эта футболка защищает от нечисти. ЧУМ бывает зимним и летним. Они отличаются покрытием. Раньше для летнего ЧУМа использовали берестяные покрытия, а для зимнего — нюйка. Ну а мы взяли оба современных варианта. Вот это летний вариант, а это зимний. С ним тепло, надеюсь, не замерзнем. Вот он будет начать пуктан и все. А если он щекают, видели, куда думает он? Куим нас гашка куда? Ну давай, Генрих кыск это. Я всю дорогу думал, как это будет круто ночевать в ЧУМе. Но как только мы приехали на место и установили 4 первые жерди, и верхушка чуть-чуть съехала, мне стало страшно. В Коми края, на районе рай мне. В Коми края, на районе не. В тундре ЧУМ устанавливают полностью женщины. У них на это уходит около 20 минут. У нас прошел целый час, каркас ЧУМа встал. ЧУМ состоит из 32 шестов, и 2 жерди берутся для основания. Потом каркас накрывают материалом. После установки всего ЧУМа, после обшивки, моя душа немножко успокоилась. И мы приготовили ужин, поели, и кто-то лег спать, а кто-то топить печь. Ночевать в ЧУМе было немного страшно, потому что в Карткировском районе иногда ходят волки.
И в ту самую ночь собаки лаяли. На кого, никто не знает. Время 5 часов утра, ночь прошла замечательно. Алексей проснулся, всю ночь он спал. Мне дадут Антон. Моллюсь еще и стоим дача. Да, ну вот, мейке меду моллюсь еще, и коли обязательно пуктину майвег, мейке при хранении. Метча бур, метча донтаем, хозяйственное мыло, советское, 72%. Так, все. Настало время литературы. Прочитаю отрывок из книги Алексея Семеновича Канева «Бияры, северяне». Слушайте. Охота началась. По знаку отца Кабр начал медленно опускать в логово зверя заранее приготовленный длинный шест, а старый охотник приготовился ко встрече со зверем. Сквозь ветки и мох шест все глубже и глубже заходил в берлогу медведя. Затем по знаку отца юноша начал быстрыми резкими тычками тревожить спящего зверя. Вскоре до слуха ребят из-под земли послышался громкий рык, и шест стал вздрагивать от наносимых по нему ударов. Медведь проснулся. Кабр еще несколько раз силой ткнув невидимое животное, затем отскочил в сторону и, широко расставив ноги, с копьем в руке тоже приготовился к встрече с ним. Зыран внимательно следил за действиями товарищей. Вскоре под валежником послышалась возня, а затем глухое рычание. Из мгновения ока из-под вздыбленных веток выглянула огромная лохматая голова. А затем мощным прыжком, раскидывая ветки и мох, огромная туша зверя вылетела из ямы. Юношам он показался настоящим исполином леса. Издав громкий рев и задрав вверх передние лапы с длинными когтями, медведь на задних лапах пошел в атаку настоящего перед ним человека. Разъяренный зверь быстро приближался к охотнику, устрашающе рыча и скаля огромные желтые клыки. Вдруг охотник ловко нырнул под медведя, подставил короткую рогатину под зверя. Расчет был верен. Медведь навалится на охотника в расчете подмять под себя жертву, но напорится на лезвие рогатины. Но случилось непредсказуемое. Медведь вдруг ударил лапой сбоку по лезвию рогатины. Стальное лезвие рогатины рожон отлетело в снег, отломившись от древка. Ябор молниеносно отбросил бесполезное дерево рожона рогатины. В правой руке охотника блеснуло длинное лезвие ножа. Казалось, еще мгновение, и судьба зверя будет решена. Ябор замахнулся ножом в одновременном прыжке под пах зверя, но левая нога вдруг поскользнулась почему-то скользкому. Охотник на мгновение присел, потеряв равновесие. Медведь, сделавший шаг вперед, наступил на выставленную вперед левую ногу охотника, и тут зверь и человек начали заваливаться на бок и рухнули озимь, рыча и крича в ярости. Ябор вскочил на ноги и повернулся к зверю, но поздно. Тяжелая туша зверя уже нависла над ним и навалилась всей своей мощью. В общем шуме послышались звуки рвущейся материи под когтями зверя. Теперь охотник и медведь, могучие и страшные, приникли друг к другу в объятиях, рыча и кряхтя. Медведь норовил подмять под себя охотника. Спина ябора гнулась под страшным грузом, но он держался в невероятном напряжении сильных мускулов, норовя в свою очередь вонзить нож в тело зверя. Но правая рука была прижата к телу коготистой лапой и не могла действовать. Бурон. Почти все жители в Большой Луге разговаривают на коми-языке, и это очень приятно слышать. Таничик, чисто коми село, коми деревня. Митард Генрих я увидеть, Да, мы черный там коммен, черный там коммен. И приятное? Да, и рочки гертодены черный, но мы коми деревня. Тати, у школам ще зайча отличаться? Комис? У школами миян можно, миян коджаная. Но метьян за сколько немчака понимает, о чем у школам? На я рочмиснен. А ты не На скушена? рочмисненин. А ты не скучен? Раиса Александровна, немца уже клубен, концерташный тон, артиста со своим, шоу я закирачила. ЧУМ мы установили не просто так, а к празднику Олимпиада. ЧУМ был одним из культурных площадок, поэтому мы с самого утра варили суп из оленины и ждали гостей. Ага. Карьяй.
Смотрите, это настоящие коми-лыжи, лямпы. Поэтому и этот праздник называется Лямпиада. Потому что фишка этого мероприятия в том, что тут будут соревноваться на таких лямпах. Кто быстрее пробежит, тот и чемпион. Лямпиаду еще покажу. Просто в начале праздника случилась непредвиденная поездка. Ян, 5 кубов на донам. 5 кубометров? Ага. Получается, около 1000, наверное. Да? Около 1000, наверное, получается. Телега около 5000, да? Короче, тракторный делегат есть, меня зовут, фишка 5-5. Как-то неожиданно, негаданно я оказался во дворе у большеухского мастера, который из пластиковых бутылок лепестки вырезает и изготавливает красивые фигуры. Вот так что тебе столько звондалан. А сейчас куч мозаика течен. Короче, Павел именно мунус как 1000, короче, 2500 лепестков. Вот так что чудес. Как у вас дела в Большелуге с водой? В Большелуге у нас вода минеральная. То есть чистая? Не очень. Там соленая. Ага. Вот. И действительно минеральная. Было время такое, что можно, ну, желания были какие-то, что-то придумать, что-то построить, сделать и выпускать минеральную воду. У нас это не получилось. На первый взгляд в Большелуге живут добрые люди. Потому что сейчас Алексей сходил за дровами и спросил, может, продадите дрова? А ему ответили в ответ, какой продадим? Берите сколько хотите, бесплатно. Так что без дров мы не остались. И гости на Лямпиаде грелись у нас в чуме. А теперь пройдемся по площадкам, действовавших на Лямпиаде. Лямпиада в этом году проходила на территории школы. Прямо на входе вас бы встречали милые женщины. Первый вопрос, да? Первый? Стоять, пожалуйста. Родина лыж. Мирен медведжа лыжи вели аджима. Карелия коми Норвегия. Комиендерт. Ирка плюс лыжи торса, да ведь? Правильно. Правильно, молодец. Вот. Це то. Чаулуєш. Коми жвачка, паренча. А то я не мыслю. Коми жвачка, паренча. Кос моркова. Да, кос морков. Я ноген, коми жвачка. Та склоне няшками. Ага. Да, чайник. Ческит. А тебя зовут Джин? Сколько человек проживает в республике Коми? 814 тысяч. Молодец. Ой, правильно. Это я ну став паренча еще я. Правильно, что я туда мешаю. Запас М. Дальше вас бы встретили торговые ряды, в том числе продукция моего любимого бренда Югд Арт. Мне очень нравится ваша продукция, я же уже заказал много чего. И тут мне в честь праздника подарили шапку. Благодарю. Теперь у меня есть шапка Лямпиада, как видите. Теперь я крутой. Шучу. Еще на празднике была тропа охотника с разными ловушками. Примерно 5 часов и готово. Также работала площадка по коми-национальной борьбе Зум-Дош. Параллельно со всем этим проводилась концертная программа. И как же в Коми без лыжных гонок? Какое место хочешь занять? Первое. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Чемпионом. Туда мы думаем, звом делать, полосот на лямпате. И лямпате вылез, а успоч петка длинная. А то завьяно вермане вом делать. Если ке, на настоящий крыщич, лямпате та чего звай. Успеть кедли, крыщич настоящий крыщич. Ну мы сидим, мы тренируемся лямпа. Обжигай, да, мы должны вом делать. Коль бегит, мы уже вот 50 лет. Вот. 47-й год, вот видите, 47-й год, видишь, 47-й год. Тайди длина. В этом году в Лямпиаде приняли участие около 450 спортсменов. В мужском забеге все 3 места завоевала семья Зюзевых, а в женском первое место заняла Кристина Гавриленко. Ну а мы не забываем про наш чум и дружелюбную, душевную атмосферу в нем. Снимай.
Она бесплатная. Бесплатная. Супом мы кормили бесплатно. Возможно, поэтому в чуме было постоянно много гостей. Но я-то знаю истину. К нам приходили общаться. Тонких веток не ломаю, свет манил берегу. Вы знаете, куда зашли? Палатка. Не палатка. Это чум. Навсегда запомните, тут живут оленеводы. Да, Мейке. Чапашим лестница ангус, да трубаши, а огар ще оксуж. И трубасы айтать паласа артмис. Рыд будет айтать трубас мянвали палас. Чало и калым наушкен. Спасибо. Услышит, как она поет, пусть он землю бережет такую. Все, благодарю за просмотр. Мы будем разбирать чум и поедем уже обратно. Да уж, звук ни к селу, ни к городу. В общем, Генри в конце сказал, чтобы вы подписались на канал и ждали новый выпуск. Конечно же, коронную фразу «Бомбим».